В 2020 году исполнилось 390 лет с той поры, когда царь Михаил Федорович велел именовать служилых Ленского острога якутскими казаками. В музее якутского казачества, расположенном в Якутске в филиале Сибирского государственного университета водного транспорта, собрались потомки служилых людей, чтобы отдать дань памяти своим предкам. Открывая экспозицию музея, атаман якутского казачьего полка Александр Козырь сказал: «Сегодня мы собрались, пригласили сюда и водных руководителей водных заведений, потому что казачество, вера православная и флот совершенно неразделимые понятия. Потому что флот в Якутию принесли казаки в 1623 году. Вот он первый человек, который на коче под тюрьмом Пяндоводу в красном кафтане. Это первый атаман с отрядом 40 человек в 1623 году появился здесь. Мы считаем эту дату рождением якутского казачества. В рамках проекта «Христово воинство на службе Отечества», реализуемым Союзом славянских общин Республики Саха-Якутия при поддержке Министерства внешних связей и делам народов республики, здесь состоялась передача книг по истории освоения казаками Северо-Востока Азии нашей страны. Историк Алексей Чертков, генеральный директор АО «Сахамедиа», вручил атаману якутского казачьего полка Александру Козырю подборку историко-географических исследований о вкладе служилых людей и казачества в хозяйственное освоение края, а также копии казачьих артефактов, обнаруженные якутскими архивистами. Почему мы взяли эту тему? Да потому что эти вопросы дискуссионные до сих пор в других каких-то около казачьих кругах. А мы, те люди, которые профессионально занимаются историей, уже нашли ответы на все эти вопросы. У нас все четко о том, что это сильнейшее народное движение русского и других народов, о том, что в казаки принимали не только русских, украинцев, но и всех других национальностей, которые чувствовали и понимали казачий дух. По казачьему духу принимали в казачество любые, не только народы, но и любые сословия. Проект «Христово воинство на службе Отечества» направлен на выработку патриотической платформы для объединения казачьих организаций и команд Республики Саха-Якутия на условиях сохранения казачьей идентичности, культуры казачества, воспитания истории. В Республиканской научно-практической конференции о вкладе служилых людей и казачества в хозяйственное освоение Северо-Востока Азии приняли участие историки, филологи, руководители национальных общин Якутии и архивисты. Было решено продолжать сбор документальных материалов казачьих артефактов для музея казачества. В завершении мероприятия состоялись концертные выступления исполнителей казачьих народных песен. Якутское казачество явилось основной движущей силой освоения труднодоступной территории Ленского края в XVII веке. Потомки казаков в настоящее время глубоко чтут традиции предков, поддерживают культуру и обычаи служилого сословия.